15-е заседание Межправкомиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Абхазией и Россией начнется с минуты на минуту. Для приема гостей в конференц-зале уже все готово. Здесь за круглым столом будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества между Абхазией и Россией. Открывая заседание, заместитель председателя российского правительства Александр Хлопонин отметил положительную динамику развития двусторонних отношений между Абхазией и Россией. По его словам, созданная проектно-сметная документация позволит более качественно и в короткие сроки выполнять план работы, обозначенный на заседаниях межправкомиссии. По словам Александра Хлопонина, в Абхазии в ближайшее время планируется провести более 160 мероприятий на средства, предусмотренные инвестпрограммой содействия социально-экономическому развитию Абхазии. Я считаю, что такой уровень благотворительных работ и сами темпы работ будут соответствующими и позволят обеспечить в своей мере своевременную реализацию всех тех планов, которые мы наметили. Мы понимаем, что мы двигаемся с вами в соответствии с теми обязательствами, графиками и задачами, которые будут утверждены, поэтому я думаю, что мы сейчас оперативно рассмотрим, утвердим на нашей межправкомиссии основные наши оперативные задачи и двинемся дальше. В свою очередь, премьер-министр Абхазии Беслан Барцыц в своем выступлении отметил, что все обязательства сторон, которые были ранее закреплены на заседаниях межправкомиссии, были выполнены. Программа прошлого года в объеме 2 миллиардов 486 миллионов завершена. На 14-й межправкомиссии в Сухуми в конце прошлого года была утверждена новая программа реализации инвестиционной программы на 2 года в сумме 6 миллиардов рублей. Но, по словам Беслана Барцыц, в документ были внесены некоторые изменения. Эти объемные изменения были скорректированы в связи с обращением абхазской стороны, связанные с погашением задолженности за поставленную электроэнергию для покрытия энергодефицита, возникшее с 7 февраля 2017 года по 10 апреля. Остаток средств в размере 5 миллиардов 585 миллионов рублей планируется распределить следующим образом: 2 миллиарда 585 миллионов на 2017 год и по 1 миллиарду 620 миллионов на 2018-2019 годы. Данная инвестпрограмма разработана абхазской стороной и согласована с Министерством по делам Северного Кавказа. Для Республики Абхазия инвестиционная программа и параметры, заложенные в текущем финансировании для обеспечения выплат заработной платы работникам социальной сферы и силовых структур, несомненно, является основой социально-экономического развития. После недолгого совещания состоялась церемония подписания соглашения по социально-экономическому сотрудничеству между Абхазией и Россией. Протокол подписан. Уже после подписания заместитель председателя правительства России Александр Хлопонин более подробно рассказал о итогах встречи. Он отметил, что все вопросы были вновь проработаны. По словам Хлопонина, во время заседания обсуждались и вопросы развития энергетики Абхазии. И у нас серьезно скорректирована инвестиционная программа. Это связано с тем, что республикой подготовлен перечень проектно-сметной документации по всем проектам. Мы готовы увеличить объемы финансирования в этом году, и он составит свыше 2,5 миллиардов рублей в этом году финансирования. И, соответственно, пропорционально на 2018-2019 год объем финансирования составит 1 600 миллионов. В целом, я могу сказать, еще раз поблагодарить своего коллегу Беслана Константиновича за очень эффективную работу его команды. Нам очень приятно работать. У нас практически, вот видите, комиссия проходит там за полчаса, потому что все текущие вопросы у нас снимаются. То есть мы не видим здесь каких-то проблем. Председатель правительства Абхазии Беслан Барцыц поблагодарил Александра Хлопонина за высокую оценку работы абхазской стороны и отметил, что в этом году удалось увеличить финансирование более чем на 500 миллионов рублей. В текущем году в план включены берегоукрепительные работы, что немаловажно для нас, отметил Беслан Барцыц. Я хочу поблагодарить Александра Геннадьевича за высокую оценку, поблагодарить всех, кто работал над инвестпрограммой, над нашими проектами. Мы всегда снимаем все вопросы, которые возникали в ходе подготовки новой инвестпрограммы. Фактически мы сегодня с вами утвердили новую инвестпрограмму на 2017-2019 годы и обсудили ее параметры, а также разбивку по годам. Что касается текущего года, действительно, с помощью личного участия Александра Геннадьевича и всех коллег удалось увеличить финансирование на текущий год. Порядка 500 миллионов будет составлять увеличение. Это очень значимый для нас проект.
Председатель правительства Абхазии Беслан Барцыц поблагодарил Александра Хлопонина за высокую оценку работы абхазской стороны и отметил, что в этом году удалось увеличить финансирование более чем на 500 миллионов рублей. В текущем году в план включены берегоукрепительные работы, что немаловажно для нас, отметил Беслан Барцыц. Сария Смыр, Беслан Джинджолия из Москвы специально для абхазского телевидения.